Есть такой пример, когда мы говорим, вот, волшебная пилюля, то есть волшебное лекарство, которое лечит от многих болезней. И вот на практике это больше кажется сказкой, то есть обман, но в исламе у нас есть вещь, которая решает очень многие проблемы. И этой вещью является милостыня. Поясни, Аллах Субхану ва Тааля по своей щедрости, милости спрятал вот в этом деянии очень много польз для нас, которые мы можем получить в этом мире. И если просто подумать немножко о мироздании, мы верим в то, что все, что мы имеем, это не наше. Это дано нам Аллахом временно. Ни наши дети не наши, ни жены не наши, ни имущество не наше. По большому счету так оно и даже жизнь не наша. И пример, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, весь этот мир – это то, что было дано на временное пользование. А самое лучшее, что это может быть дано, что? Праведная супруга. Или слова сподвижницы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда у нее умер ребенок. И она своему мужу сказала, если бы человек дал тебе что-то на временное хранение, а пришло время, и он у тебя его возьмет, что ты скажешь? Он скажет, это его право. Он дал, забрал. Он сказал, Аллах забрал ребенка, который дал нам. То есть все наше имущество, которое у нас есть, дано нам Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И несмотря на это, если мы из этого имущества, которое Аллах нам дал, мы отдадим Аллаху, Аллах за это нам даст награду. Просто по аналогии, я дал человеку в долг, и он мне из этих же моих денег мне что-то дает, и я за это ему что-то должен. Это мои деньги. Тем не менее, Аллах Субхану ва Тааля дал нам имущество. То имущество, которое у нас есть, я заработал. Субханаллах, братья, кто знает, человек может годами работать, ни копейку не заработать. Если Аллах даст, это будет, если не даст, нет. Все, что мы имеем, по милости Аллаха Субхану ва Тааля. И мы должны понимать, что милостыня, садака – это не наша прихоть, не наше желание, это наша обязанность. Если мы хотим достичь довольства Аллаха, это наша обязанность. Если мы хотим сохранить это имущество, это наша обязанность. Если мы хотим быть здоровыми, это наша обязанность. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, каждый мусульманин должен, не может, а должен подавать милостыню. Его спросили, а если он не найдет, что подать, он сказал, пусть работает. То есть в исламе нет вот этой, лодырь ничего не делает, сидит, ждет, когда ему будут выплачивать. Умар радиаллаху анху выгонял людей, которые в мечети сидели, говорит, что они делают? Они, говорит, положились на Аллаха. Он выгонял их из мечети, говорит, идите, работайте, зарабатывайте. Никто не видел, чтобы с неба падали динары и дирхемы. Делай причину. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, пусть он работает своими руками, пусть приносит пользу себе и подает милость. То есть зарабатывай и часть отдавай. Спроси, а если он не сможет? Он сказал, тогда пусть он помогает нуждающемуся физически. То есть, брат, вот я не могу заплатить, давайте я просто приеду, помогу сумки, эти вещи загрузить в машину. Не можешь первые два, сделай третье. А если, говорит, и этого не может? Он сказал, тогда пусть побуждает к одобряемому или благому. То есть пусть призывает, объясняет, говорит, вот это нужно сделать, так нужно сделать. Спроси, а если даже этого он не может? Ему сказали, если он не сделает это, пусть воздерживается от зла, и это будет его милостыня. То есть, если ты уже вообще ничего не можешь, хотя бы не вреди. Тоже за это что-то получишь. Не так много, как те, кто сделал первый, второй или третий, но тоже что-то получишь. У нас есть вот там в психологии тоже упаднический такой, ну мы сами нуждаемся, у нас самих нет, вот мы сами. Это неправильно. Это неправильно. Муавия, радиаллаху анху, говорил, давайте милостыню, не говорите о том, что вы бедны и что у вас нет возможности. Ведь поистине садака бедного человека весомее, чем садака богатого. Человек, который зарабатывает 15 тысяч, заплатил 5 рублей или 10, оно выше перед Аллахом, чем человек, который зарабатывает миллионы и принес, отдал 200, 300 тысяч, хоть 100 тысяч рублей. У нас должно быть вот это выстроено, то, что хоть чуть-чуть я должен делиться. Это милость Аллах, которую мне оказал, я должен делиться. Опять же, правильно должны понимать. Можно просто дать, чтобы просит человек, на, только отстань. Это так и будет, это будет отстань. Или вот люди, вот сейчас я дам, люди меня похвалят. То есть мы не сделали не ради Аллаха и не получим у Аллаха за это награду. Пророк, саллаллаху, о достоинствах садака очень много хадисов приходит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом очень много рассказывал. И ученые сказали, действие связано с намерением.
С каким намерением я буду делать то или иное действие, то намерение я и получу. Садака, повторюсь, как волшебная пилюля. У нее очень много польз, о которых некоторых из них я сейчас упомянул. И это для чего? Для того, чтобы у нас была возможность, когда я даю кому-то помощь, даю садака, я могу все эти причины в голове держать, намерение, чтобы я был здоров, чтобы притеснитель меня не притеснял, чтобы Аллах сохранил мое имущество, чтобы Он преувеличил мне это. Я же могу эти же 100 рублей или 5 рублей положить с этим намерением, с этими 10 намерениями. Как сказали ученые, джахили, то есть наданар, да, простые люди, они собирают деяния, ученые собирают намерения. Ты можешь тоже деяние сделать с 10 намерениями и за все 10 намерений получить награду. Из достоинств милостыни ученые скажут, что это является лучшим и наиболее чистым деянием. Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что люди, которые находятся в могиле, мечтают об этом. То есть мы, когда попадем в могилу, мы будем мечтать об этом. Аллах Субхану в суре Мунафикун говорит: Господи, предоставь мне ненадолгую отсрочку, то есть верни меня обратно в дуния, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников. То есть это мечта покойников, они мечтают об этом, а мы не ценим этого. То есть это деяние одно из самых, то есть то, даже Аллах Субхану не про намаз сказал, а про садака сказал, что человек, который лежит в могиле, мечтает об этом, чтобы вернуться и раздать милостыню. Второе, то, что Аллах Субхану ва Тааля дает баракят и увеличивает имущество людей, которые дают, делятся этим. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал нам это имущество, то есть это богатство, милость Аллаха, которую Он нам оказал. Если мы поделимся частью, Аллах даст баракят в оставшуюся часть и увеличит это. Как об этом приходит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: милостыня не уменьшает имущество. Милостыня не уменьшает имущество. То есть мы дали эти 100 рублей, Аллах их вернет. Я не стану бедным из-за этого. Более того, в хадисе Кудси есть обещание Аллаха. Аллах говорит: о сын Адама, расходуй, и я буду расходовать на тебя. Обещание Аллаха Субхану, мы в это не верим. Не верим мы в это. Если человек пришел бы и сказал: брат, вот тебе 100 рублей, потрать, я тебе 1000 дам. Мы побежали бы сразу отдавать. Так или нет? Расходы я тебе верну, потратишь, я буду тратить на тебя. Но мы боимся, что мы обеднеем. Обещание Аллаха: расходу, и я буду расходовать, я буду давать тебе. Аллах нам даст деньги, мы их тратим, и Аллах за это еще нам увеличивает деньги. Это обещание Аллаха Субханаху ва Тааля. Третье. Садака чистого сердца – это признак имана. А человек, который жадничает, чувствует с неохотой, нежеланием, это признак лицемерия. То есть, когда мы даем искренне, даже люди не мусульмане, они получают удовольствие, да, получают кайф от того, что они дают. Пишут, не мусульмане, говорят: вот ты когда даешь, у тебя воодушевление, то есть настроение повышается. А мы, мусульмане, этого ничего, мы знаем, откуда это. Обещание пророка, обещание Аллаха, то, что Аллах иман наш увеличивает, но мы боимся. И Аллах Субхану говорит про лицемерах: и не хотя делают пожертвования. То есть лицемеры не хотя. Если мы не хотя делаем пожертвования, это признак лицемерия в нашем сердце. Этого нужно бояться. Следующее. Садака гасит гнев Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, когда мы даем садака от чистого сердца, гасится гнев Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к нам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: совершение благодеяний избавляет от скверного конца. То есть благие деяния, которые мы совершаем, они избавляют нас от плохой смерти. Тайная милостыня гасит гнев Господа. То есть, когда мы даем садаку, тайное то, что мы делаем только ради Аллаха, не для того, чтобы люди увидели, а искренне ради Аллаха, гасится гнев Аллаха Субхану ва Тааля. А поддержание родственных связей продлевает срок жизни. То есть у нас есть возможность через, опять же, эти же 5, 100, 50 рублей достичь, потушить гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Следующее. Ученые сказали, то, что считается, что если притесненный даст милостыню, то будет защищен от притеснителя. Есть люди, которые нас притесняют. Одно из способов защиты от них – это садака. Мы даем деньги на пути Аллаха, ради Аллаха, Аллах сохраняет нас, оберегает нас от тех людей, которые нас притесняют. Потому что ученый сказал: милостыня помогает притесненному против притеснителя, защищает от его зла и уменьшает его последствия. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, сура Бакара, 270 аят: что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом, но для беззаконника нет помощников. Аллах не дает помощи беззаконникам и помогает притесненным. И это один из способов то есть избавиться от притеснения — садака. Следующее.
Пророк, саллаллаху алейхи, это сунна пророка, когда пророк, саллаллаху алейхи, видел нуждающихся, он говорит, в лице менялся. И приходит в риваят о том, что пришли босые ноги люди, то есть нуждающиеся, нищие, у них не было даже одежды. И пророк, саллаллаху алейхи, увидел их, первым делом он побежал к себе домой. Потом, выйдя, поднялся на мимбар и стал призывать людей, чтобы они помогли ему. То есть сначала он пошел домой посмотреть, есть ли у него или нет. И ничего не найдя, он начал призывать к этому остальных. Аллах Субхану ва Тааля говорит следующее. Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. Человек, который не дает садака, он обрекает себя на гибель. Соответственно, человек, который дает, Аллах оберегает его. То есть поэтому одной из причин наказания погибели общества является того, что люди оставляют пожертвования. То есть когда люди не помогают нуждающимся, Аллах Субхану ва Тааля уничтожает их, отправляет им какие-то испытания. Поэтому, когда мы помогаем садака, милостыня, мы тем самым обезопасиваем себя, свой народ, свою деревню, свой город от испытания Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах, следующее, это помогает спасти, то есть сохранить ту милость, которую Аллах нам оказывает. Повторюсь, богатство, которое Аллах нам наделил. Один из способов того, что это богатство у нас осталось, то, что Аллах его не забрал. Это милостыня. Как сказали ученые, то, что одной из причин того, что Аллах оставляет милость, это благодарность. Когда мы благодарим Аллаха Субхану ва Тааля за то, что Аллах нам дал. А лучшая благодарность – это милостыня. А лучшая милостыня – это кормление голодного. Как Аллах Субхану ва Тааля об этом в суре Баляд говорит, или кормление в голодный день. То есть кормление голодных – это самое лучшее проявление благодарности и садака. Также ученые сказали, что человек получает награду вне зависимости от того, это человек ахаль, нуждающийся реально или нет. То есть даже человек пришел, сказал, я нуждаюсь, обманул нас, мы ему заплатили, у нас это принимается. А он сам будет за это отвечать. То есть мы, допустим, собрали, вот сейчас, альхамдулилля, собрали вещи, мы отправили в Турцию, даже если это не доедет до Турции, по той или иной причине, Аллах это примет от нас. Как в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда человек вышел ночью, дал одному садака, оказался прелюбодейка, дал другой, оказался вор, дал в третий день, оказался богатый человек, все 3 дня Аллах субхану принял у него это садака. Поэтому главное, мы дали, и Аллах награду дает за то, что мы даем. А дойдет это, или человек нуждается реально или нет, это уже нас не касается. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лечите своих больных милостыней. Приводит, говорит, то, что это слабый хадис, но тем не менее значение его соответствует. То есть, когда мы болеем чем-то, одной из причин излечения того, как мы делаем садаха. То есть мы тратим деньги на пути Аллаха и можем через это получить излечение Аллаха Субхану ва Тааля. У имама Аль-Байхаки приходит такой риваят, что когда имама Аль-Хакима появился на лице гной, он лечил его различными средствами, но это не проходило, и так продолжалось год. Год человек лечил, чем только не лечил, не проходило. Тогда сделал садака для мусульман. Он построил колодец около своего дома, около своей двери. И люди начали пользоваться этой водой. И, говорит, прошло через неделю. Через неделю прошло, и более ученые говорят, то, что лицо его исцелилось и стало лучше, чем было раньше. То есть через садака Аллах субхану дает излечение. Имамы говорили, милостыня играет удивительную роль в отведении беды и защите от сглаза и зла завистника. То есть даже от сглаза мы садака даем, Аллах субхану по причине этого садака от сглаза нас сохраняет. Также имамы говорили, милостыня оберегает от плохой смерти, стирает, гасит гнев Аллаха, благословляет имущество и пропитание. Аллах возмещает человеку потраченное на милостыне и удваивает или приумножает пожертвования. То есть Аллах и записывает больше, и возвращает эти вещи. Умар ибн аль-Хаттаб говорил, кто будет благодарить его, тому он увеличит благо. Кто одолжит Аллаху заем, субханаллах. Аллах нам дал имущество. Все, что мы имеем, это принадлежит Аллаху. И когда мы тратим на пути Аллаха, Аллах называет это тот, кому дает Аллах заем. То есть мы в долг Аллаху даем. Сура Бакара 245 аят. Тому Аллах возместит это еще больше. Я просто слов не нахожу. Вот милость Аллаха Субхану ва Тааля, щедрость Аллаха Субхану ва Тааля. То есть все, что у нас есть, это в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Если мы тратим это, Аллах это воспринимает как заем и возмещает это, увеличивает еще больше. Очень удивительный случай, который произошел с имамом Маликом. К имаму Малику пришел бедный человек, попросил еды. Имам Малик
попросил у супруги принести тазик с финиками, ну, тарелку. Половину обсыпал бедному и половину вернул своей супруге. Супруга сказала: таких, как ты, называют захидами. Захид — человек, как бы, отдавшийся ахирату, то есть не падок на дуне. После этого он взял эту тарелку и полностью отдал все финики этому нуждающему человеку. И сказал: жена моя, будь старательна, ибо Аллах Всевышний сказал, что стражем гиены, то есть ангелом, который будет стражем гиены, будет сказано: «Худуху фагуллух, thumma аль-джахима саллух, thumma фи сильсилати дар'уха саб'уна дира'у фаслюкух». Схватите его, закуйте, а потом бросьте его в ад. И нанести, то есть проткните его на цепь длиной в 70 локтей. У Ибн Касира приходит, что цепь проходит через задний проход и выходит через ноздрю. То есть его на эту цепь нанизят. И супруга спросила: за какой же грех такая суровость? Имам Малик продолжил эти аяты, сказал: они не веровали в великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. Две причины. Не веровал в Аллаха и не призывал кормить бедняка. И он сказал: о жена, знай поистине, мы сбросили со своей шеи половину этой цепи, тем, что мы уверовали в Аллаха. То есть первую причину мы исключили, пол цепи с нас спало, а вторую половину мы должны сбросить при помощи милостыни. Возвращаясь к хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям, садака не наша прихоть, это наша обязанность. Если мы хотим довольства Аллаха, Его прощения и рай, это наша обязанность. И поэтому один из табиинов, когда услышал хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он сказал, что каждый человек будет находиться в тени своей милостыни. То есть мы будем находиться в тени своей милостыни, то, что мы сейчас тратим на пути Аллаха, под тенью этого мы будем в судный день, пока между людьми не будет произведен отчет. То, что мы сейчас тратим на пути Аллаха, мы делаем заем на судный день. И одна из причин, или одна из благ садака, то, что будет тень. И чем больше мы тратим, тем больше будет этой тени. И услышав про этот табиин, не проходило ни одного дня, чтобы он не раздавал милостыню хотя бы какой-нибудь сладостью или луковицей. Конфет, даже просто каждый день, хотя бы одну конфетку или одну какую-нибудь сладость или луковицу он дал. Каждый день, пытаясь увеличить эту тень, под которой мы будем в судный день. Повторюсь, мы можем все это сделать, те же 50 или 100 рублей, дать со всеми этими 6, 8, 10, 15 намерениями, чтобы это было излечение, чтобы это была защита, чтобы это было увеличение нашего имущества, довольство Аллаха, заем Всевышнему, тень в судный день. Но ни в коем случае не для того, чтобы люди это увидели и похвалили нас. То есть вот эта мысль, она уничтожает все остальное. Если мы сделаем ради Аллаха с этим намерением, иншаллах, мы будем среди преуспевших. И дай Аллах субхану ва тааля быть среди тех, кто раздает милостыню нуждающимся.